Так, Машдаласа Хамсанокуси, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Значит, вчерашняя съемка будет после этого, потому что я тут здоровалась, там не здоровалась. Буду вот так вот, можно сказать, импульсами снимать, как мне врач сказал. Так, ну, врач мне сказал делать импульсное какое-то лечение на пятку, не сюда. Короче, у нас свадебный заказ. В помощниках у меня на сей раз заловка. Мадина приехать не смогла, хотя она приедет с детьми, но помогать вряд ли будет. Что у меня? К свадебному заказу вчера мы уже почистили 10 индеек и 10 кур замариновали, и индеек тоже замариновали. Это было четверг. Сегодня пятница. В субботу мы уже запекаем, все это делаем. Это один заказ у нас уже, можно сказать, готов. Ну, полуфабрикат готов к одному заказу. Это сегодня пятница, другой заказ, но это не свадебный, это просто так. Заказ такой для гостей. Значит, тут у нас баранья ножка, немножко бараньего мяса, уточка. Это, значит, вот такие вот котлеты по-киевски тут пока идут. И вот эти крокеты. Остальное все уже в печке. Потом покажу вам. Ну, вот как-то так идет у меня процесс. Помощница моя посуду моет. И тут, как видите, вот все в процессе. Поэтому показываю, как есть. Так, девочки, и в этом сете у меня, друзья, небольшое новшество будет. Вспомнила, что когда-то делала рулетики из куриных бедрышек. И вот так вот отделила косточку. Ну, потом буду показывать, хотя у меня есть на канале. По-моему, Танзила мне тогда их делала. Мастер-класс, можно сказать. И вот сейчас, короче, мы сняли с косточки бедрышки, отбили. Начинка у меня тут будет, как раз у меня не было свежих грибов, будут те же грибы, шампиньоны, очень вкусные, маринованные. И как написано на этикетке, ничего лишнего. Действительно, ни уксуса, ничего такого там нет. Так, вот так вот процедила их. И будет вот такая еще туда начиночка. А так можно и просто обжаренные грибы с луком начинку сделать. Но я так на скорую руку, во-первых. Во-вторых, у меня нет свежих грибов. Есть, но они у меня нужны для другого. Вот так вот. Сейчас я буду укладывать. Немножко поперчу, посолю. Соевым соусом немножечко сделаю. Что еще? Ну все, вот так вот потихонечку будет подключаться. Вот эти вот две грудки пойдут у меня, как их, в заморозку пока. Просто заначку, можно сказать, для следующих сетов. Просто я купила кур. Мне такие куры хорошие попались. По 3 700, по 3 800 была одна курица за 490 рублей за тушку. Представляете? Очень выгодная покупка была. И вот теперь понемножку. Я, правда, без вас много себе запасов сделала. Потому что раз заказали этот сет, эту ассорти тарелку, все есть, полуфабрикат есть замороженный, быстро поставила в духовку, и сет готов в течение там часа, полтора часа. Вот это тоже немножко небольшое новшество, такое мы тоже не клали в сеты. Грудинка с помидором и с сыром. Можно еще и дольки картошки. Может быть, картошку я уже буду класть, когда буду запекать. Соевый соус надо. Так, ну вот, начинку мне заловка приготовила. Сразу и начинку, чтобы все было вместе, удобнее класть. Может быть, лучок немножко еще. Так, девочки, начинаю оформлять заказ. Сегодня уже 3-й, по-моему, по счету. Уже в огороде не осталось у меня салатных листьев. Так, потихонечку. И хочу, наверное, не захотела она жареных грибов сюда. Ну, разными вот этими шампурой. Я не знаю, соление. Как-нибудь это оформить. Вообще они, наверное, будут перекладывать свое блюдо, конечно, но порвала рукколой своей.
Так, мои дорогие, не знаю, каким роликом, как это будет идти, но просто снимаю, чтобы вы видели, чем же мы тут занимались, да? Хочется поделиться. Сегодня воскресенье. В пятницу, субботу мы выполняли 2 свадебных, хороших таких больших заказа. Были также сеты, такие же тарелки. И сейчас вот немножко вам пока до отправки, такси уже вызвали, покажу, что мы делали сегодня. Это значит 2 салата. Нежный мы его называем. 2 вот таких вот овощных тортика в заказе. Вот такая вот корона. Сегодня сделали вот такую вот корону. Посуду они принесли сразу заранее, чтобы мы им оформили. Ну, это первый раз у меня, друзья, так что не обессудьте, не знаю, как смогла, так и сделала. Я ей сказала, что мы не делали их раньше, попробовала. Каждый раз будет усовершенствоваться. Имейте в виду, просто я говорю для тех, кто пишет. Я не шеф-повар, я не училась, не обучалась этому ничему. Все идет любительское, поэтому как могу, так и делаю. Их устраивает. Так, ну вот такие вот 5 вот таких вот тарелок. Как я сказала, свои блюда они принесли, укладывались в их блюда. У нас тут более то, что раньше я не делала, это грудка вот такая вот с сыром и помидорами. Мини-рулетики из куриных бедрышек здесь идут. Вот, тут тоже. Мы не хотели брать заказ, скажу честно, потому что очень устали были, и нам некогда было поехать для оформления, что-то покупать, что-то делать. Но они согласились на то, что есть. Поэтому не нашли ни грибов у нас в магазине. Как я сказала, со свадебными заказами у нас не получалось, но они согласны на это. Так, тут тарелка пуста, потому что, и скажу для чего. Это идет, ну вот девушка сегодня едет после свадьбы первый раз, после замужества первый раз в родной дом, знакомиться ее, родственники мужа, везут ее знакомиться с родственниками невесты. И вот так вот это идет на украшение. Конечно, там у них еще что-то будет на столе свое. А вот эта вот тарелка готовится для свекра. Вот они будут ехать домой, родственники мужа будут ехать домой. И вот такую вот тарелку тоже отправят свекру. Вот она не полная, потому что туда они еще дополнят мясо. У них будет там баранина, мясо свое, вареное мясо. Ну и что-то, если еще у них приготовлено, они дополнят. Сказали, чтобы мы полностью эту тарелку не собрали. Короче, вот поэтому что я вам объясняю, почему она полупустая. Вот так, сегодня у нас дождь сильный. Вообще-то хорошо, что погода такая, что мы готовили свадебные заказы спокойненько, не было жары такой жуткой. Вот сейчас будем их закрывать пленкой. Сложновато, конечно, увозить, но что поделать. Вот как-то так, мои хорошие.